Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Ваши экраны включены на программу «Утро Якутии», и это «Утро среды». Мы с вами встретим вместе Руслан Ачиров и Полина Долинская. Друзья, сегодня в нашем эфире мы узнаем, какими народными средствами можно избавиться от укусов комаров и мошек. Также вы увидите необычные арт-объекты, которые были обустроены в отработанных промышленных карьерах. Мы встретимся с режиссером, чья работа квалифицирована на премию «Оскар», а один из фильмов вошел в каталог короткометражек Каннского фестиваля. А также мы узнаем, какие лекарственные травы можно сейчас уже собирать и как их правильно сушить. Ну и не сомневаюсь, что вместе с нашими соотечественницами, а также с турецкими зрителями мы восхитимся танцами коллектива «Зумба Голд». Ну и мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, и также у нас работает WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Мы всегда рады обратной связи с вами. Ну, сегодняшнее утро у нас, я думаю, если вы сейчас выглянете в окошко, но я имею в виду город Якутск, по-моему, поменялся ветер, и дым, который был вчера достаточно сильный, практически исчез. Поэтому мы, наверное, ждем, ваши фотографии вашего вида из окна, не только Якутска, но также всей республики, всех, кто нас смотрит. Высылайте свои фотографии, мы покажем их в прямом эфире. Также, друзья, не забывайте, что у нас есть страничка в инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте о последних новостях и событиях, а также анонсы предстоящих программ. Ну а прежде чем выходить из дома, давайте узнаем, что же нам сегодня все-таки взять – зонтик или крем от загара. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 14-17 градусов, в заречной группе от 16 до 17. В южных 14 градусов со знаком плюс в Алдане и Нерюнгре, в Вилюйской группе Улусов 14-17. В Нижнеленске холоднее сегодня в Жиганске, плюс 13 с утра, плюс 15 в Сангаре. В западных от 15 до 18 градусов, в Колыман-Дигирской группе Улусов пока еще прохладно в Черском. Здесь в 6 часов утра столбик термометра показал 3 градуса со знаком плюс и 9 градусов в Уснере. В Янских от 5 до 7, на северо-западе от 7 до 17. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 17 градусов выше 0. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный дует со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают нам день без осадков. Ветер северный подует с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем 23-25 градусов. Ну а далее в нашем эфире самые свежие и актуальные новости к этому часу вместе с нашим новостным обозревателем Сергеем Михедовым. Якутия, доброе утро. Вашему вниманию дайджест новостей на сегодня. Постоянно действующие оперштабы по предотвращению чрезвычайных ситуаций предложили создать в регионах России. С таким заявлением выступил глава МЧС Евгений Зиничев. Сделано это будет для обеспечения единства управления при ликвидации ЧС. Руководить оперштабами назначат начальников территориальных органов МЧС России. Кроме того, МЧС сейчас занимается цифровизацией финансовой помощи пострадавшим от стихии, чтобы ускорить процесс предоставления выплат. Якутская республиканская клиническая больница готовится к зиме, ремонтируют корпуса. Технический центр больницы обслуживает все системы жизнеобеспечения. Это 12 корпусов. В перинатальном центре бригада занимается утеплением фасада. В этом месяце закончат промывку отопления. В целом объекты готовы на 80%. Ремонт планируют закончить в сентябре. Министерство здравоохранения выделило на работы 30 миллионов рублей. Сделали ремонт системы отопления. Такие корпуса, как 5-й корпус, 3-й корпус, 6-й корпус, это у нас администрация, 2-й корпус, и это у нас лаборатория. 7-й корпус, это бельевой. Там были приняты по замене радиаторов, также по магистральной части, все по части отопления, которые мы совершаем, которые делаем новые
оборудование ставим. Получить паспорт готовности к отопительному сезону получить в августе, у нас по плану идет 15-го. Пока трудностей больших нету. Проект «Парка будущих поколений» утвердили в Якутии, его построят в столице республики. Первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности региона, возведут на территории в 2,5 гектара на открытом воздухе. В парк войдет молодежный центр, где будут обучать детей навыкам проектной деятельности, знаниям цифровых технологий, предпринимательским навыкам и soft skills. В ближайшее время объявят конкурс на строительство масштабного объекта. Более 250 человек участвуют в международной олимпиаде Туймада в Якутии. Олимпиада по математике, физике и информатике собрала всего 255 участников, сообщает Малая академия наук региона. Проходит мероприятие онлайн. Участники из 7 стран – России, Казахстана, Румынии, Ирана, Сингапура, Болгарии и Индонезии. И 6 регионов России соревнуются в решении сложных задач. Работы в этом году будут оценивать более 30 членов жюри. К этой минуте у меня все. Увидимся чуть позже. Зарядившись неплохими новостями, друзья, я предлагаю вам провести утреннюю зарядку. Пока вы готовите завтрак, наполняете себя энергией. И прямо сейчас зарядка на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Доброе утро, республика! Ну что, начнем нашу зарядку? Упражнение номер 1. Становимся в положение планки, спина прямая, положение рук на локтях. Поднимаем правую руку в сторону, затем левую, каждый раз при этом выполняя выдох. Данное упражнение выполняем в течение 20 секунд. Упражнение «Подъем ног». Данное упражнение является связующим между первым и следующим упражнением. Выполняем на 10 секунд в темпе, при этом каждый раз, поднимая колено, делаем выдох. Упражнение номер 3. Становимся в упор на прямые руки. Ладонью правой руки касаемся левого плеча, ладонью левой руки касаемся правого плеча. При этом выполняем прыжок ноги врозь, ноги вместе. Каждый раз, выполняя при этом выдох, поясницу не прогибаем, спина прямая. Выполняем 20 секунд. Упражнение номер 4. Такое же, как и номер 2. Выполняем подъем ног. Каждый раз при подъеме колена мы делаем выдох. Выполняем 10 секунд. Упражнение номер 5. Становимся в положение планка на локте. Спина прямая, поясницу не прогибаем. Опускаем таз вправо, затем влево. Каждый раз выполняя при этом выдох. Данное упражнение делаем 20 секунд и затем повторяем весь комплекс еще на 2 подхода. Ну все, на этом наша зарядка закончена. Всем хорошего дня! Доброе утро! Конечно, это лето, это прекрасная пора, но для якутян оно запомнится как самое жаркое и самое дымное. К сожалению, многие населенные пункты и многие жители отправились на борьбу, тушение пожаров. Да, действительно, буквально на прошлой неделе я был в Горном Улусе и стал свидетелем того, как люди, добровольцы, огнеборцы, они становятся единым целым и борются с пожарами. Причем помощь приходит не только из республики, да, то есть обычные люди, например, присылают еду там, и так далее, но также и из-за пределов республики тоже помогают. Но есть также в поселке Магарас люди, которые непосредственно не тушат пожары, но делают огромную организационную работу. Например, доставляют еду, работают с добровольцами, распределяют снаряжение. Давайте посмотрим в нашем следующем сюжете. Борьба с огнем, конечно, занимает очень много физических сил. И немаловажным фактором является питание. Хорошее, вкусное питание. Вот сейчас мы стали свидетелями того, что по лагерям, вот, например, в этом лагере находится более 30 человек, сейчас они все находятся на пожаре. Разводится горячее питание, то есть первое, второе, готовится это в столовой Магарас, а также мучные изделия готовят повара детского сада.
Вот. И, конечно, непосредственно в самих лагерях базовых у добровольцев, у огнеборцев находится определенное количество запаса еды, например, тушенка, питьевая вода и так далее. Ну а вот ежедневно горячее питание подвозится в лагеря. Доброе утро, мы специалисты Нунской администрации. Помимо своих рабочих обязанностей мы также принимаем активное участие в тушении пожара. Каждый день по 2 раза возим еду для всех, кто принимает участие в тушении пожара. Встречаем всех добровольцев, кто приезжает с Якутска, с разных районов республики. Всех кормим, подбадриваем, говорим там добрые мотивирующие слова. Можно сказать, что работаем вообще без выходных, без обеда. И, пользуясь случаем, хотим поблагодарить от лица села Магарац всех, кто принимает участие в тушении пожара. Спасибо. В тушении лесных пожаров принимают участие не только профессиональные огнеборцы и добровольцы. Свой огромный вклад вносят и те, кто отправляет помощь, инструменты, продукты, кто готовит еду, делает очень важную административную и организационную работу. Ну, кстати, да, вот эти 3 девушки в поселке Магарас, мы когда выложили это видео, увидели как бы на Ютубе, то есть некоторые писали, что это постановочные кадры. На самом деле... Слишком красивые, да? Да, с утра буквально я, в районе обеда зашел в администрацию, смотрю, девушка несет бидоны тяжелые. Я говорю, давайте я вам помогу. А что, говорю, вы делаете? Она говорит, мы развозим еду. Я говорю, каждый день? Она говорит, да, каждый день еще и 2 раза. Вот, и мы буквально... Ну, говорят же, красота съездили. спасет мир. Вот Не эти говори. девушки, они самые настоящие героини. И они заботятся о тех мужчинах, которые как раз-таки стоят на передовой по защите нашей республики от пожаров. Да, действительно, всем хотелось бы еще раз, кто борется с пожарами, выразить огромную благодарность и будем надеяться, что пожары скоро отступят. Ну и у нас не только горят пожары, у нас появилась еще одна проблема. Это большое задымление в населенных пунктах. От этого страдают многие жители, которые страдают хроническими заболеваниями дыхательных путей. Ну и просто те, кто никогда не в этих состояниях, в этих условиях никогда не проживал. И вот как облегчить свою жизнь, как обезопасить себя и своих близких, мы узнаем у советов нашего доктора. Доброе утро! Смог очень токсичен. В нем содержатся продукты горения, угарный газ, ядовитый и смертельно опасный для человека, оксиды азота, частички сажи и пепла и другие вредные примеси. Смог отрицательно влияет на организм человека в целом и может вызывать серьезные заболевания. От нехватки кислорода страдают мозг, дыхательная система, печень и почки. Особенно вреден продолжительный контакт со смогом для пожилых людей и детей, так как он вызывает обострение хронических заболеваний, в том числе бронхиальной астмы. Как защититься от смога? Плотно закрывайте окна и двери в доме и в офисе. Открытое для проветривания окно следует затянуть влажной марлей или простыней. Ежедневно делайте влажную уборку в квартире в течение всего периода смога. Это поможет очистить помещение от осевших на поверхности вредных веществ. Эффективнее всего в данном случае будут кондиционеры, в которых присутствует система очистки воздуха. Наиболее полезным устройством для борьбы с дымом и гарью в воздухе является бытовой очиститель воздуха. Он делает воздух помещения более здоровым и безопасным. Пребывание на улице в сезон смога желательно минимизировать, особенно детям и беременным женщинам. Советую утром отказаться от прогулок с детьми и тренировок на свежем воздухе. В утренние часы усиливается концентрация вредных веществ в воздухе. Гулять лучше вечером на территории парков и скверов.
Постарайтесь не перенапрягаться физически. В этот период во избежание проблем с глазами не рекомендуется ношение любых контактных линз. При раздражении глаз компонентами смога нужно промывать их препаратами типа искусственной или натуральной слезы. Защититься от смога на улице помогут марлевые маски, которые нужно увлажнять, периодически смачивая водой и менять каждые 2 часа. Наилучшую защиту от смога обеспечивают специальные респираторы и фильтрующие полумаски. После каждого выхода на улицу принимайте душ, промывайте нос и горло физиологическим раствором или спреями с морской водой. Обильное питье поможет защитить организм от обезвоживания и ускорит процесс выведения токсинов. В рационе должна преобладать богатая витаминами пища. Алкоголь и курение в этот период полностью противопоказаны. Водителям стоит особенно быть внимательными. При задымлении снижается видимость, замедляется реакция. Тем, кто страдает бронхиальной астмой, также хроническим бронхитом, рекомендуется не уменьшать дозу применяемых лекарственных препаратов, постоянно иметь при себе ингаляторы. Если потребность в ингаляторах повышает 4-6 раз в день, необходимо обратиться к врачу. Будьте здоровы! Еще одна напасть лета – это, конечно же, комары и мошкара. Особенно сейчас в дымную погоду их очень-очень много. Мы предлагаем вашему вниманию посмотреть полезные советы, которые основаны на народных средствах. Давайте посмотрим, и пусть они вам помогут. Комары и мошки – извечная проблема для якутян летом. Безусловно, большинство знает базовые способы защиты, такие как химические средства, например, спирали и распылители. Однако я хотел бы поговорить об альтернативных методах борьбы с насекомыми. Главное, что следует знать, комаров раздражают многие сильные запахи. Владельцам дачных участков можно порекомендовать высаживать сильно пахнущие растения, вроде лаванды или герани. Более того, запах жженой кофейной гущи также отпугивает насекомых. Его следует высушить и поджигать по 2-3 чайные ложки за раз. Касательно личной защиты, тут действует то же правило. Насекомые боятся сильных запахов, таких как от натуральных ароматизаторов, например, ванилина, корицы и других. Использовать это можно следующим образом. С помощью пульверизатора или другого распылителя мы можем нанести эти ароматизаторы на кожу. Для этого мы просто добавляем ароматизатор в воду. И наносим на кожу. Главный плюс таких ароматизаторов – они вызывают меньшее раздражение у многих людей в плане запахов. Это выгодно их отличает от химических аналогов. Если же вас все-таки уже укусили насекомые, то следует обратиться к охлаждающим средствам. Способов много – охлаждение с помощью льда, охлаждающих мазей или зубной пасты. Чтобы воспользоваться данными способами, достаточно просто нанести на место укуса мазь или другое средство. Охлаждающие элементы снизят зуд. Комары и мошки – постоянная проблема для жителей Якутии, поэтому мы уверены, что у каждого из наших зрителей есть свой собственный способ борьбы с ними. Делитесь ими с нами. Какой большой, огромный комар был в конце. Так, ну что, друзья, мы напоминаем, что работаем в прямом эфире. Наш WhatsApp номер сегодня принимает ваши виды из окна, ваши фотографии этого утра. И у нас уже есть пара фотографий и одно даже пожелание. Давайте посмотрим на первое фото. Очень красивое, видимо, это с дачного участка. Вот обратите внимание, такая вот красивая тележка, скамейка. Что-то, знаешь, такое сказочная какая-то Да. композиция, вот посидеть в тени вот на этой самой скамейке, почитать книжку. Главное, чтобы те же самые мошки-комары не доставали. Да, очень атмосферно. Также у нас есть пожелание. Оно... Да, нам пишут: доброе утро, это из Зырянки. Нам отправьте тепло, у нас холодно. Так что, друзья, отправляйте тепло в Зырянку, отправляйте свои солнечные фотографии. Мы будем показывать и надеяться на то, что в одной из частей нашей республики
настанет также тепло. Друзья, по номеру телефона 8 914 273 44 88 отправляйте фотографии, пишите свои пожелания, рассказывайте о планах на предстоящие выходные. Ну и, конечно же, наша страничка в инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну вот, а второе фото у нас это утренняя дорога в Маган. Это буквально вот сегодня. Ее уже вот показывает. Красивая прямая дорога. Ну, не совсем И ровная. очень красивое чистое небо. Смотреть на такие что картинки немаловажно. одно удовольствие. Друзья, ну а сейчас как раз уже наступило время, июль это то самое время, когда можно собирать травы. А в республике у нас растет до 300 наименований. Какие травы более полезны, как их правильно собирать и как их сушить, об этом мы узнаем в нашем следующем сюжете. Вот такой один кустик можжевельника может чистить 1 гектар свалки воздуха. А когда они спелые, они идут как отхаркивающее средство. О пользе можжевельника Егор Сыромятников знает не понаслышке. Собирает лекарственное растение в июле. У каждого дикороса свое время заготовки. А все потому, что целебные вещества у растений накапливаются в определенное время. В июле можно собирать иван-чай, кровохлебку, пижму и тысячелистник. Сбором трав следует заниматься утреннее время, желательно подальше от проезжей части. Растения способны впитывать выхлопные газы машин. По словам травника, правильная заготовка и хранение помогает сохранить полезные свойства дикоросов. Большинство растений следует сушить в сухом, тенистом месте. Помещение должно проветриваться. Для укрепления здоровья Егор Сыромятников использует более 10 видов лекарственных растений в виде отваров, настоев. Некоторые растения в больших дозах ядовиты, поэтому важно знать инструкцию по применению. Есть такая волчья трава, говорят. Не надо путать вот этот щитовник пахучий с дутоплотником сибирским. Это трава, которую волк есть, говорят, по-якутски, если дословно переводить. Вот это очень хорошо печень чистит и лечит печень при болезнях Боткина, при желтухе. Настаивать нельзя на водке. Как водки настоишь, сразу начинается это ядовитые свойства проявляются. Мирнинский травник использует лекарственные дикоросы для лечения суставов, головной боли, кишечных расстройств. В жаркое время для домочадцев готовят похлебку из чернобыльника. Блюдо называют якутской окрошкой. А для укрепления иммунитета травник советует заваривать чай с чабрецом, можжевельником и иван-чаем. Благо они растут в окрестностях Мирного и других поселений. Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Кстати, вот у нас есть еще одна фотография, не менее красивая. Прям смотришь и даже не сразу понимаешь, что это в нашем городе. Вот люди заботятся о своих балконах, украшают их и делятся вот хорошим настроением вместе с нами. Вид на площадь Победы, очень красивые цветы. Это что за цветы, знаешь? Это петунья. Петунья. Да, одна из ее разновидностей. Я думаю, тот самый житель Зырянки, который нам попросил немножко тепла, вот посмотреть на эту картинку, и на душе у него хотя бы будет тепло. Действительно. Кстати, Руслан, у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Ну, да, конечно, есть, но если нужно ее проговорить, то я не буду его говорить, потому что она не сбудется. Такая примета есть. Это детская. Надо желания отправлять во Вселенную, и они должны быть очень экологичными. Кстати, сегодня день загадывания желаний, так что ты свое желание сформируй, желай этого всей душой, и она обязательно сбудется. Какие еще даты и события выпадают на сегодняшний день, 28 июля, мы узнаем в следующей рубрике. На календаре 28 июля, среда. Сегодня отмечают День молочного шоколада, День приказа «Ни шагу назад» или День штрафника, День загадывания желаний. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают специалисты по связям с общественностью. Также 28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитом. Дату отмечают медицинские работники, врачи-эпидемиологи и вирусологи. В этот день, в 1713 году, указом Петра I образована Рижская губерния. В 1851 впервые в мире было сфотографировано полное солнечное затмение. В 1858 году впервые использованы отпечатки пальцев для идентификации человека. В 1862 году в США было найдено первое золото. Этот период считается началом золотой лихорадки. В этот день родились Беатрис Поттер, английская детская писательница и художник. Анна Бурда Лемингер, немецкая издательница, создательница журнала «Бурда Моден».
Владимир Басов – советский кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России. Жаклин Кеннеди – первая леди США в период с 1961 по 1963 года. Ричард Райт родился в 1943 году, британский пианист и клавишник, участник группы Pink Floyd. Именины сегодня отмечают Петр, Вальдемар, Владимир, Василий, Матрена, Агриппина. А в Свердловской области в местах промышленной добычи обустроили арт-объекты. И прямо в отработанных карьерах начали проводить необычные международные арт-фестивали скульптур. Как сообщают организаторы, целью фестиваля служит повышение привлекательности городской среды и возрождение культурной памяти и патриотического отношения к малой родине. История фестиваля началась с создания туристического маршрута, который объединяет 7 арт-объектов, построенных в местах первой промышленной добычи мрамора на Урале. В начало проект положил фестиваль ландшафтной архитектуры имени Степана Эрзи «Мраморная миля». Фестиваль проходит в селе Мраморное с 2018 года. В 2019 году в нем приняли участие скульпторы из 7 стран мира. А в этом году к нему присоединились еще 3, в том числе и Лука Радаевич из Сербии и Кирилл Крахалев из Беларуси. Начнем с Дня мраморной музыки. Мы просто все время говорим то, что Урал – это промышленная площадка. А мы своим проектом хотим показать, что у нас вообще Урал дает огромные возможности для реализации культурных проектов, причем международного характера. Мы с вами видим вот этот действующий карьер глубиной 70 метров, который напоминает своим видом греческий амфитеатр. И мы подумали, почему бы его не использовать как концертную площадку. Звук идеально расходится. Мы здесь уже пробовали и джаз играть, и симфоническую музыку, и этномузыку. Вот сегодня вы слышите. И мы поняли, что у людей есть потребность не просто музыку слушать, а посмотреть в какой-то эксклюзивной обстановке. А мы видим, что вот это вот место, оно как бы концентрирует наши культурные и исторические коды территории. Кстати, эту идею можно было вполне воплотить у нас в наших промышленных городах. Мирный, Нерюнгри, в Валдании. Мне кажется, это было бы очень интересно. Кроме того, чтобы шахты сами не пустовали, а также и привлечение внимания жителей, туристов, да. А также именно вызывать то самое чувство патриотизма и гордости за свою малую родину. Будет очень хорошо. Действительно. В историческом парке «Россия. Моя история», который, кстати, тоже часто претворяет в жизнь необычные проекты, открылся цикл научных выставок, посвященный Году науки и технологий. О том, что интересного представлено на выставках, которых несколько, и посвящены они не только истории якутской науки, но и современности, мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это экскурсовод исторического парка Сергей Николаев. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Вот расскажите о выставках, какова тематика и что в них представлено. Сама по себе выставка называется «Академическая наука и технологии в Якутии». Она у нас открылась на прошлой неделе в среду, то есть 21 июля. И она состоит у нас из 4 таких вот кластеров. То есть на первом этаже у нас находится, во-первых, дом ученого-полевика. Это больше идет как реконструкция быта ученых 20 века. 20 века. Также у нас в лектории есть выставка, посвященная Сергею Владимировичу Обручеву. Он у нас является потомственным геологом. И как раз он занимался исследованием Якутии в 20-х годах 20 века. И на втором этаже, вот идя на второй этаж, на лестничных таких вот площадках, у нас есть калейдоскоп из институтов, а также как у нас развивалась наука и как развивалось у нас общество. То есть с 18 века начиная по наше время. И уже на втором этаже у нас находится сама выставка, посвященная институтам. Если говорить про саму такую вот выставку, да, надо понимать то, что у нас на данный момент не представлены все институты, потому что сама по себе выставка будет работать до 1 июня, до 1 января 2022 года. И в связи с этим она у нас будет претерпевать разного рода изменения. На данный момент у нас представлены, во-первых, это Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук. Также у нас есть Институт гуманитарных исследований, у нас также есть Институт геологии и Институт мерзлотоведения. Кто вам помогал именно в составлении экспозиции, в их создании? У нас самым таким вот важным лицом является Михаил Михайлович Черосов. Он у нас является доктором биологических наук. Он был как раз у нас инициатором данной выставки, потому что, как вы знаете, у нас в этом году год науки. Соответственно,
из-за этого он захотел в наших, скажем так, стенах провести данную выставку. То есть он курировал, во-первых, институты, он с ними связывался и также отбирал разного рода материал. И также у нас есть Михаил Викторович уже Чоросов, он у нас как раз составлял всю экспозицию. То есть он непосредственно все сам устанавливал. Вот примерно так. Сергей, а вас как организатора выставки, вы вот ознакомились, думаю, с большим количеством научных открытий, да? Какой из них вас впечатлило больше всего? Больше всего, ну, если говорить про вот такой вот в плане Якутии, да, то больше всего, конечно, меня поразила работа Сергея Владимировича Обручева, потому что он у нас в 20-е годы очень интенсивно изучал Якутию. Если говорить про его вклад, то надо понимать то, что он впервые ввел понятие полюса холода, то есть у нас работал в Ямиконе, также интересовался климатом, и вот заметил то, что в этом Яконской котловине у нас есть определенные такие вот необычные такие вот погодные условия, в том плане, то, что у нас на высоте, то есть в районе, например, 500 метров, 600 метров, теплее, чем в самой котловине Ямиконской. Это было очень необычно. И у нас Ямикон является самым холодным местом в северном полушарии. То есть это именно он открыл. Также он у нас открыл Эльгинский такой вот промышленный угольный такой вот бассейн. И он является у нас одним из самых больших в мире. И вообще он также взял и переименовал Нигирское и Колымское Нагорье в хребет Черского. Как раз Черский Иван Дементьевич у нас тоже занимался исследованием Колымы. К сожалению, он погиб. Потому что... Как раз-таки во время экспедиции. Да, как раз во время экспедиции. Я недавно просто читала эту статью. А вот что касается современных достижений, будут ли там эти экспонаты, будут ли они представлены в экспозиции? Чуть позже, на данный момент у нас представлены из, например, Якутского научного центра комплексных проблем медицины, скажем так, никелогрейка, это у нас представлен экспонат, изолирующая, скажем так, изолирующая повязка. То есть она предназначена для того, чтобы сохранять конечности людям, которые были обморожены. То есть они страдали от обморожения. Как мы знаем, если ткань резко будет подвергаться, например, тепловому температуре, да, определенной, то кристаллики льда будут уничтожать мягкие ткани. А изолирующая повязка позволяет этим тканям довольно-таки долгое время оттаивать. Тем самым у нас ткань не подвергается некрозу, и есть возможность спасти, например, те же самые пальцы. У нас представлено. Очень хорошая разработка, на данный момент ей интересуются норвежцы. То есть они хотят, чтобы данные технологии из Якутии у нас в дальнейшем продвигалось. Мы по климату друг к другу подходим. И вот последний вопрос. Кому будет интересна экспедиция и кому вы советуете вот обязательно посетить? Я думаю, то, что всем возрастным группам будет интересно, потому что дети у нас, как правило, интересуются минералами. То есть они впервые видят газ, они видят нефть, они видят кимберлиты, отпечатки, например, тех же самых алмазов. У нас также есть 2 позвонка ихтиозавра, то есть у нас предметы, связанные с палеонтологией, есть. Тот же самый, например, самородная медь, которая у нас есть открытое месторождение в Верхояне, единственное в Якутии, именно открытого типа. И то же самое самородное железо из кимберлитовой тоже трубки. То есть им это, по большей части, это интересно. Вот из-за та же самая, например, теплоизолирующая повязка. А для поколения более старшего возраста, соответственно, это научные достижения наших ученых, как у нас развивалась наука. То есть это у нас тот же самый Платон Аюнский, Башарин, который является у нас первым доктором наук в Якутии. То есть в 50-м году он у нас защитился. И вообще вот именно как у нас сама по себе наука развивалась. 20, 19, 18 веке. Спасибо большое, Сергей. Я думаю, что обязательно наши жители Якутска и гости столицы обязательно посетят выставку, увидят много-много интересного. И мы сами призываем, друзья, успевайте до 1 января 2022 года. У вас есть возможность, кстати, все это посмотреть. Вот еще хотел бы сказать, что наш музей работает со среды по воскресенье с 10 часов до 6, то есть именно сама касса. Отлично. Так что, друзья, приглашаем всех посетить. Ну а прямо сейчас к нам присоединяется наш новостной обозреватель с последними актуальными новостями. Доброе утро, Якутия. Продолжаем блоком новостей.
Работникам обанкротившихся шахт дадут надбавку к пенсии. Правила назначения выплат определены в постановлении правительства, вступившем в силу накануне. Речь идет о предприятиях с госучастием по добыче и переработке угля или горючих сланцев, шахтостроительных организаций и аварийно-спасательных частях, которые были ликвидированы или приватизированы. Сумма зависит от стажа. Обладателям наград сделают надбавку. Предусмотрена и ежемесячная индексация. Вырастут и пенсии работающих пенсионеров. С 1 августа им проведут перерасчет страховых пенсий по результатам работы за прошлый год. Повышенные пенсии получат порядка 10 миллионов человек. Для того, чтобы получить небольшую надбавку, работающему пенсионеру необходимо работать официально и получать официальную зарплату, с которой работодатель уплачивал взносы в пенсионный фонд. При этом перерасчет произойдет, исходя из той суммы страховых взносов, которые за своего работника перечислил работодатель. Билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования на август и сентябрь будут продавать со скидкой в 30%, но только на определенные места. В частности, скидка предоставляется при оформлении билетов на верхние боковушки с 38 по 54 место. Билеты по акции продаются до 29 июля. Скидка не действует при продаже билетов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также по детскому тарифу. Купить билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения. Якутские кадеты завоевали серебро первенства России по стрельбе из лука в смешанной команде. Соревнования среди кадетов прошли в Орле. Состав команды сформирован из членов сборной по стрельбе из лука. Это кандидат в мастера спорта Соскалана Олисова и Айсена Матвеева. Наши ребята выступили успешно, во многом благодаря системной базовой подготовке в рамках деятельности регионального центра по выявлению одаренных детей республики. Приводятся слова начальника отдела спорта Евгения Семенова. К этому часу это все новости. Удачного дня! Monsieur, your champagne, please. Merci, madame. What a day today. 7 years were not in vain. A date in Paris with a gentle handsome love. Ladies and gentlemen, we are now entering turbulence. Please fasten your seatbelts and be careful. Meet him in the air and to dine with him on the ground. Ну а сейчас мы рады представить вам еще одного нашего замечательного гостя, режиссер Петр Винокуров, фильмы которого получают призы на различных фестивалях в Испании, Франции, в Соединенных Штатах Америки, Великобритании. А документальный фильм «Аймикон. История самого холодного населенного пункта», где Петр выступил в качестве продакшн-менеджера, был квалифицирован на премию «Оскар». Чем сейчас занят наш земляк, где предпочитает работать и в каком качестве, мы спросим у него самого. Петр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Когда и где у вас появился интерес к кино? Вот с чего все началось? Ну это в детстве. С мамой мы ходили на огромное количество фильмов. А папа мне подарил свой фотоаппарат и учил фотографировать. Ну и, соответственно, зародился интерес. Я сравнивал отечественные и зарубежные фильмы и думал, почему такая большая разница в повествовании и эстетике фильмов. Ну и захотел дальше изучать, но потом пошел почему-то изучать языки. Но спустя много лет я вернулся к кино и учился на кинокурсах в Москве, потом продолжил в Париже. Ну, вы с детства анализировали разницу между советским, российским и зарубежным кино, а сейчас вы сами именно и принимаете участие, организуете эти самые съемки за рубежом и у нас в республике. Чем отличается вот этот процесс? Ну, я думаю, что особо ничем. Думаю, кинопроцесс, он везде одинаковый. Пишется сценарий, потом идет подготовка, препродакшн, дальше съемки и потом постпродакшн. Соответственно, наверное, большое отличие просто, наверное, в терминологии. Мы здесь говорим на русском, там на своих языках. Ну, может быть, еще дело в бюджетах. Может быть, за границей, наверное, больше денег.
Ну и еще, как я вижу, в России очень много продюсерских проектов, то есть которые, возможно, могут повлиять на творческое видение режиссера. Ну, не буду ничего говорить, потому что у меня такого опыта нету работы в России, и в Якутии в том числе. Но смею предположить, что надо давать больше свободы творчеству режиссера. А в данное время над чем вы сейчас работаете? И вот мы видели перед в начале, да, небольшой тизер фильма. Можете поподробнее Make me рассказать? fly, научи меня летать. Да, это был мюзикл, кстати, тоже вдохновленный французскими мюзиклами, в первую очередь творчеством Мишеля Гондри и шербургскими зонтиками, французский мюзикл. Сейчас я работаю одновременно над несколькими проектами, как в коротком, так и в полном метре. Пишу сценарии, но пока съемочных проектов в данный момент нету. Сейчас я отдыхаю. А вот смотрите, что касается работ, которые уже вышли. Вот. Расскажите о них подробнее. Которые вышли. В этом году, нет, совсем недавно, вышел документальный фильм, который я снял в Южной Африке и Германии. Это уже полнометражный фильм. Сейчас он ходит, циркулирует по фестивалям. Он как документальный, да, получается, социальные Да. темы затрагивая именно этого района? Да, это именно фильм про нелегкую участь женщины в Южной Африке, поскольку мужчины очень часто не работают, там очень много бандитизма, наркомании, болезней, и удел, так скажем, миссия на воспитание детей как бы ложится именно на старых женщин, потому что молодые женщины, они тоже как-то особо не участвуют особо в воспитании детей. Но это так случилось, это такой, скажем, это удача была, то есть это не мой проект, это работа под заказ. Мгм. Ну, я так понимаю, что вы очень много путешествуете по миру. А какое вот место, локация съемок вам больше всего запомнилось и понравилось? Ну, за последнее время это, конечно, Южная Африка. Это очень красивая страна, и люди особенные, ландшафты очень красивые. Другое дело, что там очень большой криминал, и я работал с телохранителем прямо с оружием, ездили по стране, и было даже несколько ситуаций, когда надо было бежать прямо в машину и убегать. Прямо реально были погони даже. Да, да. Вот вы продемонстрировали, то есть два варианта именно своего творчества. Первое было легким, музыкальное, что-то, видимо, про любовь. И второе, это более социальный проект. Вот в какой именно теме вам проще и легче всего работать? Ну, наверное, проще, конечно, в жанре драмы. Ну, это любимая драма и самая такая, конечно, распространенная, потому что это просто про жизнь, да. То есть и во Франции этот жанр, конечно, это самый сильный жанр. Драма, мюзиклы, комедии во Франции очень популярны. Сам я лично предпочитаю драмы, триллеры с элементами мистики, может быть. Мюзикл у меня вот первый был в качестве эксперимента. А вот ваш документальный фильм «Аймикон», про Аймикон, да, он был Да. квалифицирован на премию «Оскар». Вот вообще сам процесс попадания фильма вот даже в квалификацию, как он происходит? Дело в том, что мы отправили фильм на много фестивалей, и через один из фестивалей, если ты выигрываешь, то ты можешь автоматически попасть уже под квалификацию. И в этом это как раз тот случай. И ну, режиссер здесь не я был в качестве продюсера. Режиссер это мой коллега из Словакии Доминик Бари. Ну, мы работали вместе, и соответственно, можно сказать, что фестивали играют огромную роль в продвижении фильмов. Есть фестивали очень крупного калибра, так называемые фестивали класса А, и если туда попадаешь, и если выигрываешь, то это уже, считайте, ну, уже это огромный успех. Ну, вы не только режиссер, вы еще и постпродакшн менеджер, и художник-постановщик, и оператор. Вот что вам ближе и интереснее? Ну, в первую очередь, конечно, режиссура, но режиссура — это прежде всего собственные личные проекты.
для жизни. Я, скажем, работаю как бы под разными началами, то есть я работаю вместе с другими коллегами, и, то есть в качестве ассистента режиссера, и ассистента продюсера и так далее. А какие вот фильмы нашего якутского производства вам нравятся, например, и какое будущее у регионального кино вы видите? Ну, якутское кино это шедевр, я обожаю якутские фильмы. Другое дело, что во Франции я не всегда могу найти, посмотреть их. Иногда приходится как-то изворачиваться, чтобы найти там ссылку и так далее. Последние фильмы, которые я посмотрел, это «Пугало». Очень понравился, естественно, очень глубокий смысловой фильм. «Ичи» Коста Самарсана тоже понравился, такой необычный хоррор. «Черный снег» Степана Бурнашова, такой очень тоже хороший, добротный триллер. Из прошлых еще «Надо мною солнце не садится» Любовь Борисовой. Ну, пожалуй, наверное, все, потому что я как-то ограничен как бы во Франции, не могу найти их. Вот, они не выходят на большой экран. А так, будущее, естественно, огромное. Просто, мне кажется, якутским кинофилммейкерам нужно думать о расширении своего творчества, может быть, какие-то делать совместные проекты, чтобы как-то не зацикливаться именно на региональном кино. А какие бы фильмы международного класса, да, ну, то есть обычное как бы кино, вы бы могли посоветовать нашим телезрителям? Ну, может быть, топ-3 фильмов от вас. Из последнего, что мне понравился, например, фильм Флориана Зеллера, это тоже французский режиссер, но, правда, он снимал в Великобритании, «Отец» с Энтони Хопкинсом. Также французский фильм «Отверженные» Ладж Ли, французский режиссер африканского происхождения. Очень, очень хороший фильм, прямо социальная драма про угнетенных и отверженных. Тут есть немножко маленькая отсылка к Виктору Гюго. А третий фильм, ну, не свежий, но это «Бегущий по лезвию 2049». Это классика. Классика, да. Ну, я имею в виду новый фильм, который Дени Вильнёва. Да, обожаю этот фильм. Ну и последний вопрос. Что из художественной литературы в последнее время вас вдохновляет? Когда вы находите время читать? Да, не могу сказать, что я слежу за современными авторами, но я читал недавно Дмитрия Глуховского «Сумерки». Книга не самая свежая, 2004 года, по-моему. «Мистика об ацтеках и майя в Мексике». Очень хороший роман. А также я недавно прочел очень старую книгу Вольтера «Кандид» или «Оптимизм». Сатирический роман про жадность человека, про грехи человека. Ну, читается очень легко, я советую. Вольтер, «Кандид». Ну, спасибо, Петр, вам за очень интересную беседу. Конечно, желаем вам творческих успехов. Ну, а про книги мы не зря спросили, потому что впереди у нас рубрика «Книжная полка». И в нашей постоянной рубрике специалисты Национальной библиотеки регулярно дают рекомендации о новинках в мире книг. А раз в месяц выявляют самых внимательных зрителей, кстати. И в этот раз первый правильно ответивший на вопросы по предыдущим выпускам рубрики получит приз. Итак, внимание, викторина. Ответы присылайте на адрес электронной почты библиотеки victorinanb@mail.ru. Доброе утро. По традиции я вам задам 3 вопроса из предыдущих выпусков. Первый выпуск мы посвятили выставке изданий великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина из фондов Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Внимание, вопрос. Какое прижизненное издание Александра Сергеевича Пушкина представлено на данной выставке? Второй выпуск мы посвятили книге с необычным названием «Фамильяры». Внимание, вопрос. Что означает слово «фамильяры»? В третьем выпуске моя коллега рассказала про книгу известной русской писательницы Татьяны Устиновой. Татьяна Устинова не нуждается в представлении. Очень интересна ее биография и творческая жизнь. Скажите, пожалуйста, какое событие подтолкнуло Татьяну Устинову стать писателем?
Все ответы вы можете прислать на адрес электронной почты victorinanb@mail.ru. Победитель получит от Национальной библиотеки памятный приз. Всем удачи! И вот как раз нам очень приятно, что наши телезрители участвуют в тех самых викторинах, интерактивах, которые мы каждое утро проводим. Сегодня утром мы предложили вам сфотографировать вид из вашего окна. Фотографии продолжают приходить. И вот предлагаю посмотреть на экраны и посмотреть, что же нам еще такое красивое показали. Я так понимаю, это где-то в городе Якутске, в районе Петра Алексеева, по-моему, 16-17 квартал. Судя по зданию, ну, очень все равно красиво. Мне очень нравится, что у нас люди не просто так выходят, рандомно фотографируют, Да, что очень видят, а как-то вот подбирают композиционно, композицию. очень Да, красиво. вот все. То есть творческие люди такие прям с организацией. Так что, другие города, тоже просыпайтесь. Нам интересно посмотреть, что у вас из окна этим утром, и отправляйте свои фотографии. Да, даже если вы сегодня отправите, мы завтра можем показать ваши фотографии, поэтому выставляйте композиции, делайте, чтобы ваши фотки были Настраивайте еще свет, камеру, красивее. мотор, если вам требуется чуть больше времени. Ну а танцевальная фитнес-группа Zumba Gold из Якутска завоевала гран-при международного этноконкурса в турецком городе Ялова. Впервые в истории танцевального фестиваля якутянки показали этно-зумбу северных и якутских танцев. Всех очень поразило то, что, во-первых, участницы коллектива в возрасте 50+, и зрители выразили восхищение темпераментом и энергетикой наших землячек. Ранее видео с их зажигательными танцевальными флешмобами на Ленских столбах в Чучурмуране уже получили тысячи лайков и восхищенные комментарии якутян. Ведут такую активную жизнь, и вот язык не поворачивается назвать их бабушками. Ну, какие бабушки? Прекрасные молодые леди. Да, ему хотелось бы пожелать всем такого же оптимизма и отличного настроения. Большие молодцы. Колесом? Друзья, мы надеемся, что мы подняли вам настроение в это замечательное утро. Желаем вам всего самого наилучшего. И посмотрев на наших землячек, которые гордо представляют нашу республику за ее пределами, я думаю, у вас поселилось в душе то самое чувство гордости и желание добиваться больших побед и высот. А это, в принципе, и нужно с самого утра перед началом рабочего дня. Смотрите нас и до скорой встречи!